1, пуск! Вот теперь такая красота будет украшать наш город и станет символом и одним из самых ярких достопримечательностей Якутска. А в нашей студии сегодня находятся реализаторы федеральной целевой программы по цифровизации телерадиовещания в России, а также проекта освещения Якутской телебашни. Это Олег Александрович Адамов, первый заместитель генерального директора компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», а также Борис Николаевич Теребиленко, заместитель генерального директора этого же предприятия. Олег Александрович, вы лично присутствовали, да, на запуске цифрового телерадиовещания в нашей республике. Как дальше будет идти развитие цифры в стране? На сегодняшний день мы продолжаем работу по второму мультиплексу на территории Якутии. И, собственно говоря, по планам предусмотрено, что мы должны закончить эту работу к концу года. Но мы вот провели вчера буквально совещание с руководством в Якутске и пришли к выводу, что, очевидно, мы готовы будем сдать второй мультиплекс к сентябрю-октябрю этого года. Ну а события, при котором сейчас мы присутствовали, я просто хотел бы прокомментировать. На самом деле башен в стране, у нас есть башни, есть города с башнями, которые подсвечены. Но чем уникален именно этот проект, когда буквально 2 месяца назад нас попросили это сделать, и мы обратились к своим партнерам, компании, которые поставляют оборудование, они сначала сказали, что нет, вы знаете, это сделать достаточно сложно из-за климатических условий города Якутска. И хотелось бы сказать, что вот местный филиал и руководство города нам помогли, и мы уложились и в сроки. Но башня у вас не типовая. Если обычно подсветка светодиодная, то у вас специальные существуют прожектора, которые выдерживают низкие температуры. Так что это наш подарок 55-летию якутского телевидения и подарок горожанам. Огромное спасибо. Борис Николаевич, расскажите поподробнее о световой иллюминации. Будет ли она мешать вещанию и развитию средств связи? Ну, хотелось бы поздравить жителей всех города. Это большое событие. Присоединиться к поздравлению и красоте, которую получил город. Вот. Эту башню теперь видно с космоса. Вот. Она показывает центр Якутска. Так что теперь космонавты, пролетая, будут ориентироваться, над каким субъектом Российской Федерации они пролетают. Вот. Хотелось бы сказать, что это проект, можно сказать, уникальный при таких низких температурах. Поблагодарить филиал якутский телевизионно-радиовещательной сети наших специалистов, которые в минусовую температуру смогли это все организовать. Вот.
Могу сказать, что мы приготовили еще некий маленький сюрприз, он чуть будет попозже. Это, как говорится, в другой серии. Но намекну только на то, что в Нижнем Новгороде подсветку телебашни могут заказать не только власти города, там, республики, но и обычные жители по телефону. Ух ты! Здорово, спасибо вам. Всех с праздником! А у нас сегодня в студии присутствуют ветераны телевидения, которые были свидетелями масштабной стройки, установки телебашни Якутска в 1982 году. Михаил Николаевич Ситников, почетный радист России, работал тогда старшим инженером антенно-мачтовых сооружений. Михаил Николаевич, расскажите немного о своей работе. Наверняка приходилось делать все впервые, находить новые решения. Я могу вспомнить, значит, не с 82-го, а с 84-го года, когда я был руководителем антенно-мачтовой группы. В 82-м году, значит, в Якутском республиканском радиотелевизионном передачном центре, значит, из числа работников производственной лаборатории была создана антенно-мачтовая группа. Вот. Антенно-мачтовая группа, значит, они занимались, значит, эксплуатацией антенно-мачтовых сооружений, вот, в общем, фидеров. И они, значит, вот, после монтажа телевизионной башни в городе Якутске, значит, начали вот оснастку. То есть они монтировали уже антенны первого канала, третьего канала и жесткий фидер. Вот. Я бы хотел назвать, значит, вот, участников вот этих монтажных работ. И хотел бы сказать, что такое, значит, антенны первого канала. Это громоздкие антенны в количестве 40 штук, в 10 этажей, значит. Начинаются они с отметки с высоты 180 метров до 225. Вот. Все это, значит, выполнялось, значит, монтаж нашими работниками РТПЦ. Вот. И в то время, значит, вот, фидера тоже были жесткие, вот, монтаж которых тоже был в смысле очень сложным. Вот. Применялось, значит, вот те же лебедки использовались, монтажные, вот, 5-тонные, которые они были установлены. Вот. А в дальнейшем, значит, мы уже эксплуатировали вот антенно-фидерные устройства. И хотел бы назвать, значит, вот ребят, которые, специалистов производственной лаборатории, которые имели квалификацию антенщика-мачтовика, вот, имели допуск к высотным работам, к верхолазным. Так. Это вот Эдди Миллер Владимир, Калугин Александр, Кузьмин Федор, вот, Яковлев Михаил, Максимов Анатолий и Солодовников Сергей еще работал. Вот. Спасибо вам огромное, Михаил Николаевич. А у нас также в гостях заслуженный связист Российской РСФСР, мастер связи, который непосредственно стоял у истоков становления радиосвязи, радиовещания и телевидения республики. Это Николай Васильевич Николаев. Николай Васильевич, расскажите, пожалуйста, и вы о своей работе. Годы работы заместителем начальника по радио и телевидению и главным инженером производственно-технического управления связи в течение 26 лет непосредственно занимался развитием радиовещания и телевидения, междугородней, сельской, местной, городской телефонной связи. Но особо было приятно работать нашим радиопредприятиям. Там были очень высококвалифицированные специалисты. Если эту мачту
смонтировали Хабаровское управление Дальсвязконструкция с его участком Нерыдбрийским, то высотный участок Верхолазия Хабаровска только выпал со 138-й отметки. Поздно кончили в октябре, а вот наши ребята, антенно-мачтовая группа, вот сейчас только Ситников Михаил Николаевич выступил, их много, 5-6 человек, Эдда Миллер, Герасименко, Кузьмин, Михайлов. Вот они справились с очень большим объемом работ, самые тяжелые экстремальные условия с октября месяца на большие морозы. Они блестяще справились за 3 месяца, а новые передатчики смонтировала лаборатория и специалисты УКВ цеха. А в начале уже, вот Александр Ильич сказал, уже Якутский телевизионный центр транслировал 2 центральные программы, республиканские программы, УКВ радиовещания. Это очень большое достижение было. Но тут все не расскажешь. Когда мы были приняты в распоряжение, вернее, в собственность республики, мы разделились с Сахателеком на базе ГУП на базе ТЦТР, ГУП ТЦТР, вернее, РТПЦ создан был ГУП ТЦТР. Но к этому времени, когда мы все 2 программами практически все население и республиканское программа телевидением были закрыты. Огромное спасибо, Николай Васильевич. Более эффективно работали электросвязисты годы моей работы генеральным директором госпредприятия республики, нашей республики Сахателеком, по техническому перевооружению, цифровизации телекоммуникационной сети, или точнее, можно сказать, электросвязи. Огромное спасибо, Николай Васильевич. Технологии. Огромное спасибо, Николай Васильевич. Переведено. А своими мыслями, своими чувствами. Спасибо, Николай Васильевич. А своими мыслями, своими ощущениями с нами наверняка хотят поделиться и те, которые совершенно недавно устанавливал иллюминации, светодиодные лампы на якутской телебашне. Виктор, вам слово. Трудно, наверное, было, да? Все-таки в феврале, холода. Да, добрый вечер. Конечно, это очень такое значимое событие. Этого ждали очень долго. Это действительно центр нашего города, и мы должны были его осветить. Наши ребята, молодцы, они, конечно, скромные у нас, но они просто отличились своим профессионализмом, каким-то своим вот просто желанием, опытом и рвением к этому. И все у нас удалось вовремя сделать. Очень были, конечно, сроки достаточно были хорошие, но все равно погодные условия здесь, в принципе, видно, да, ребята наши с методом использовали альпинистское оборудование, ну, снаряжение, свешивались именно в такие погодные условия. Но справились мы, и огромное всем спасибо. Конечно, много кто принял участие в реализации данного проекта. Поэтому всем спасибо, ура! Спасибо, Виктор. Что ж, огромное вам спасибо за такую глобальную, большую работу, за тот праздник, который вы подарили нам сегодня. И спасибо вам огромное за участие в нашем торжественном прямом эфире. Теперь телебашня Якутска станет одним из символов главных украшений города и будет радовать всех горожан, всех гостей, всех туристов.
у меня все. Всем всего хорошего и с праздником!